Казахстанский тенге сегодня поставил очередной исторический антирекорд. Казахстанская валюта обесценилась до уровня более 355 тенге за доллар. Но, очевидно, это общий тренд для валют Центральной Азии. Рыночные курсы таджикского самани и туркменского маната тоже падают в отношении американской валюты. В Казахстане на фондовом бирже курс превысил 355 тенге за доллар. В обменных пунктах же курс достигал уровня почти 390 тенге. В Туркменистане на черном рынке курс доллара подскочил до 4,2 манатов. Официальный курс при этом не изменился и остается на уровне 3,5 манатов за доллар. Также с 5 января при валютных операциях от туркменистанцев теперь требуют не только паспорт с местной пропиской, но и справку о зарплате. Кроме того, Центробанк ввел новые ограничения для валютных операций. В частности, работникам банков вплоть до технического персонала запретили покупать валюту. В Таджикистане начали расти цены на импортные продукты питания. Прежде всего наблюдается рост цен на продукты первой необходимости – муку, растительное масло и сахар. Пока продавцы еще используют старые запасы, но уже очень скоро им понадобится закупать новые партии по новым ценам. И хотя официальный курс американского доллара по отношению к национальной валюте составляет 7,25 самани к доллару, на черном рынке цены почти достигли уровня 9,3 самани к доллару. Остановить рост что официального, что теневого курса не удалось даже после запрета всех частных обменных пунктов, на что так надеялись власти республики. Между тем, агентство Bloomberg предсказало, что в этом году будет происходить еще более резкий курс доллара практически ко всем страновым валютам, за исключением британского фунта, канадского доллара и норвежской кроны. Ожидаемое укрепление доллара связано с принятым в середине декабря 2015 года решением Федеральной резервной системы США о повышении ключевой ставки. Решение было принято впервые за 9 лет. В случае продолжения экономического роста в 2016 году ставка может быть повышена еще 4-жды. Ни одна другая страна не сможет ответить тем же. Поэтому доллар, скорее всего, вырастет по отношению к большинству валют. Период роста курса доллара, начавшийся в течение второго президентского срока Барака Обамы, может стать одним из крупнейших с тех пор, как в 1971 году было отменено обеспечение американской валюты золотым резервом.